Первый раз мы из Красноярска выезжали, нам тоже так же светило солнышко, да? Ярко. Красиво, желто, ярко. В общем, покидаем мы этот прекрасный город. Красноярск нам очень понравился. Красивый, уютный, чистый. Есть где погулять, есть что посмотреть. Я думаю, даже есть куда сходить. Но мы за один день, естественно, никуда не сходили. То есть, как бы нам не надо было. Мы съездили на экскурсию прекрасную. Контакты экскурсовода вам тоже дам. Экскурсия длилась 4 часа. За 4 часа мы успели побывать на смотровой площадке, сфотографироваться сфотографировать червонец. И потом мы про него забыли, потому что на том же самом червонце изображена еще и Красноярская ГЭС. Ну, естественно, на Красноярской ГЭС мы были впечатлены масштабами всей этой красотищи и про червонец забыли. Ну да ладно. Зато мы сфотографировались сами. Снимать я особо ничего не снимала, потому что человек рассказывает, она сидит ко мне спиной, то есть мы ехали в машине. Снимать спину там или мелькающие в окнах какие-то заборы или деревья, я думаю, что, наверное, вам бы не очень было интересно на это смотреть. Поэтому я скажу так, что мы послушали с удовольствием, а вы приезжайте, заказывайте экскурсию и тоже посмотрите и послушайте с удовольствием. Поверните направо. В общем, обязательно приезжайте в Красноярск, посмотрите. Нам советовали, что посмотреть. Спасибо большое. Мы посмотрели, наверное, половину из этого, потому что у экскурсовода свой маршрут. Она рассказывала про город, она рассказывала про старый Красноярск, про новый Красноярск, про деревянные дома, про какие-то современные, как она сказала, недоскреб. Есть в Красноярске недоскреб. Очень интересная история. Вот, значит, обязательно посмотреть на Красноярск со смотровой площадки, с этой часовней, которая на червонце изображена. Обязательно Красноярская ГЭС, это была моя мечта. Я хотела посмотреть либо Саяно-Шушенскую, либо Красноярскую. Конечно, она показывала нам видео, снятое собственноручно, где сбрасывалась вода, как раз сброс воды, говорит, целую неделю был каждый день. Они ездили туда с туристами, даже люди из других городов приезжали, чтобы посмотреть на это зрелище впечатляющее. Показывала ролик из Ютуба своего друга, который снимал судоподъемник, да, или как он правильно называется, судоподъемник, который с одной стороны плотины перевозит, как правильно сказать, перемещает, да, суда и маленькие, и большие на другую сторону Енисея. Посмотрели, потрогали Енисей. Оказывается, Енисей настолько чистая река, что люди пьют воду буквально там, не кипятя ее, как из-под крана, так и из реки, говорит. Рыбы очень много водятся, так же, как и в Лени, но рыба, говорит, не заражена. Заражена по-любому везде, просто они даже не знали, как проверять. По крайней мере, она не знала. Рыбаки-то, наверное, знают. Наверное. Там же вот в Дивногорске, где мы спускались к реке. Река, правда, прозрачная, красивая.
стояли катерочки, предлагали нам прокатиться. Но мы не стали кататься на катерочках, терять время. Потому что нам было интересно с этой девушкой, с Надеждой. Они работают вдвоем. Водитель, девушка тоже, Ольга. Ну, очень хорошо водит машину, причем на механике. С удовольствием, в общем, покатались. В заповедник Столбы мы не съездили, потому что, оказывается, в заповеднике Столбы у них сейчас месячный перерыв. Проснулись медведи, у них там брачные игры, и туда ходить нельзя. Ну, хотя, говорит, кому нужно, те заходят везде. Что мы еще-то посмотрели? Ну, из таких мест, по-моему, все, да? Мы останавливались, где-то смотрели, она рассказывала. Вот, погуляли по улице Мира, как нам и советовали. В первый вечер, когда мы приехали, по набережной погуляли, очень красиво. Во второй день мы погуляли по улице Мира аж 2 раза в одну и ту же сторону. В общем, здорово. Красноярск понравился. Не зря я сюда хотела. Одного дня, конечно же, мало. Но я думаю, что когда-нибудь мы приедем сюда еще раз. Может быть, не одни. Чтобы было веселее. И посмотрим. Ну а сейчас вам доброго пути. Мы выдвигаемся в сторону Иркутска. Выезжаем из Красноярска. Вот мы приехали в наш любимый город Канск. На 2-й Каннский фестиваль в этом году, да? За Каннской ветви. Нет, какая там ветвь? Пальмовая. Хер его знает. Пальмовая. Месяц назад он был мрачный такой. Сейчас он уже повеселее стал. Зелененький. На солнышке листочки все переливаются. время 7:30 утра. Не мог раньше включить поворотку, нет? 7:30 утра люди идут на работу, в школу. Как будто даже почище кажется тут. И дороги даже получше. Чуть-чуть. На въезде были совсем печальные. Зачем про дороги сказала? Зачем про дороги сказал? Железная дорога под нами осталась. Сегодня я про паровоз песню петь здесь не буду. Что повторяться-то, да? И вообще хотела сказать, что Красноярский край, то есть мы в Красноярск приехали 21 числа, сегодня 23. Когда подъезжали к Красноярску, было еще так все желтенько. Сейчас все прямо оживилось, зазеленело. Буквально за 2 дня. В Красноярске было очень тепло. 21 градус. Прям даже жарко было. И вот благодаря солнышку все зазеленело. Сейчас мы едем по Канску. Улица Некрасова. Это уже не Некрасова, это какая-то другая улица. Не вижу здесь названия. Красных партизан. Красных партизан? Что-то такое. Краснопартизанская улица. Ну, теперь уже и не краснопартизанская. Ой, не сильно же был красный, да? А ты на красный, да, ехал? Ну, не Бессовестно. сильно он красный. Чуть-чуть, Розовенький. да? Розовенький. Угу. Когда деревья с листьями стоят, гораздо приятнее
чем когда они серые, мрачные и лежат. Домишки такие замученные. Хорошо. Я так думаю, что это не центр Канска, а окраина. Мы же где-то через центр раньше проезжали, да? Мгм. Сейчас будем проезжать? Или черт его знает? Черт его знает. Понятно. Через мост будем проезжать. Ну ладно, сейчас посмотрим. Вот такая красивая арка на въезде в город. Нет, мы не будем по ней проезжать. В центр проезжать. Мы тогда оттуда выехали. Сейчас мы туда уходим. Мгм. Надо, чтобы по пробкам нас не тащить, а вводит нас. Мгм. Движение такое оживленное. На работу все едут. И опять этот плакат. Ну все, Канск, до свидания, до новых встреч. Мы часто через тебя проезжаем. Если кто-то смотрит нас из Канска, всем привет. До Иркутска 800 с небольшим километров. В 9 часов утра мы въехали в Иркутскую область. До Иркутска где-то 780, 790. 700 ровно. 700 ровно? Ну, там указатель показывал 700 с чем-то. Неправильно, 700 ровно. Неправильно показывает. Ясно. В общем, въехали в Иркутскую область. И время перевелось у нас на час вперед. То есть сейчас у нас не 9, а 10 часов утра. Короче, час у нас убрали. Да. В обратную сторону нас все время воруют время. А туда ехали, нам наоборот дарили подарочки такие. Бонусы. Продлевали жизнь. На улице прям чувствуется, что жара. 13 градусов показывает. Это он Наверное, там, неправильно. В кургане не обновлялся. В каком кургане? Эй, В Красноярске. Красноярск. Эй, в Канске. На Канск? фестивале не обновлялся. Все, поняла. Ну, едем дальше. Пока ничего интересного не было. Почему зеленое все стало на обочинах? Ну, зеленое все стало, да. А ехали по снегу. Ехали по снегу. Мы же здесь прикурили. Прикурили, да? Мгм. Как прикурили? Ну, снегопад же был. Ну, он был от Иркутска, а потом же таял. Потом таял. Но все равно мы здесь В прикурили. Красноярску-то уже не было снегопада почти. Но мы уже не в Красноярске, как 200 километров, 100 километров. В смысле 100? Мы уже километров 300, наверное, проехали, больше. От Красноярска. Мы уже в Иркутской области. Ну сколько мы проехали? А хрен его знает, я уже. В общей сложности мы за сегодня уже проехали 360 Ну километров. вот, я тебе про это и говорю. Почему 360? 360, да, 360. Нифига. Че, нифига-то, нормально. Въехали в Нижнеудинский район Иркутской области. У них тут такие интересные заплатки на дороге с каемочками. Как будто для красоты. Я таких нигде еще не видела. Прям. Это же гудрон. Заливают, видать. Нет, ну понятно, но обычно заливают Они эти просто дырки и все. свежие. Нет, а смотри по краям, по Ну, это гудрон- периметру. Гудрона. Сейчас будут. Не эти. Вот. О, видно. Ну, это гудрон. Ну, прикольно, с рамой
рамочками. Заплатки с рамочками. Я таких не видела еще. Что скажете на это, Антон Геннадьевич? Фантазерка? Ну а что еще делать-то? Фантазируй да фантазируй. Сейчас в дождик заедем, кажется. Ну-ка, вот он точно, поехали. Прямо под тучку попали. Ничего себе, лупит от души так. Вот тут очень часто стали попадаться на дороге такие лавки. Сейчас посмотрим, что там продают. Помедленнее поедем. Ну, мед точно, и, видимо, варенье еще. Да, мед, варенье. И у многих стоит огромный самовар, прямо с дымом, дымится такой. Сапогом. С сапогом, ага. Кафешек долго нету уже. Заправок нет. И заправок нет. Ну, была заправка одна А, справа, вот да. Вот. И люди повыставляли свои самовары. Очень, кстати, удобно. Мы где с Лизой? В Белокурихе ходили, пробовали мед. Там столько много меда, мы хотели что-то выбрать. И вот нам так чая не хватало. Надо вот действительно всем продавцам, которые мед продают и дают попробовать, поставить какие-нибудь чайники, чтобы можно было это все дело запить. Может, тебя еще покормить там? Ну, так Чайники. я медом наелась там. Я говорю, напробуешься, можно и не покупать. Мы на самом деле не купили никакой мед. Вас-то двух пчелок накорми, блин, без штанов останешься. Нет. Мы хотели купить, но потом подумали, что у меня есть мед, у нее есть мед. Зачем он нам нужен? Нам еще, кстати, в Белокурихе, в санатории принесли презент. Поставили каждому по баночке меда. На человека по баночке меда. Я не знаю, что за мед, но в санатории у бассейнов давали мед вообще вкусный. Какой-то там разнотравье, что ли. Прям такой ароматный, вкусный. Но мы решили, что мы не будем покупать. Тем более у нас дети собираются в августе ехать в Амурскую область. Ну, в смысле, они собираются ехать на Дальний Восток и будут проезжать Амурку. А там везде продают вкусный мед. Мы им закажем лучше свеженький. Уже этого года. В общем, пообедали мы где-то, не доезжая 500 километров до Иркутска, в таком кафе «Хан». В принципе, вкусно было. Удивил вот этот умывальник-туалет, который соседняя дверь. Хотели сходить в туалет. Но у меня вариантов не было. А Антон не смог туда зайти. Там вообще писец просто. Там написано умывальник и туалет. Туалет еще ладно, там ничего не касаешься. Но как в этом умывальнике умываться? Я не знаю, такое впечатление, что я на какую-то свалку попала. Такая грязь страшная. Вышли, салфетками влажными обтерлись, антисептиком обрызгались. Жесть, конечно. В такие туалеты страшно ходить. Туалет бесплатный зато, поэтому он такой засвиняченный. Едем дальше в сторону Иркутска. В общем, 505 километров до Иркутска. Не знаю, что за населенный пункт. Сейчас выезжать будем, посмотрим, я скажу. Но тут полно всевозможных столовых, кафешек. Мы просто в первую заехали, которая была со стороны Красноярска. Получается, на въезде. Потому что, давно уже ехали, и не было никаких кафешек, и мы не видели, что тут населенные пункты, что-то еще есть. Вот река Застрянка.
Что-то в ней застревает, видимо. Застрянка. А так тут полно, смотрю, столовых, узбекские кухни, там еще какие-то. Так что если будете здесь, можете и в других кафешках или столовках покушать. Я думаю, там будет лучше. Тут же еще одна река сразу, Уда. А, это Нижнеудинск. Мы же заехали, точно. Был указатель Нижнеудинск. Не знаю, сам это город или, может, какой-нибудь поселок рядом. Сейчас посмотрим. Да, это был Нижнеудинск. Вот мы выезжаем из него, получается. Так что, если будете в Нижнеудинске, там полно кафешек. Получается, проезжаешь по краю города, по окраине. И не нужно кидаться на первые встречные кафешки. Нам было нормально, вкусно, да? Ты вкусно покушал? Ну, я вкусно поела, в принципе. Ничего себе, какая дорога широкая, классная. Всю дорогу бы такая была. Там вон парковка, видимо, для больших автомобилей. Красота. Все. Конец хорошей дороги. Ну, в смысле, большой. О, какой олень стоит красивый. Усольский район. Въезжаем. Основан в 1925 году. Ты еще и прочитал, да? Я помню. Я знаю. Знаешь? Хорошо. В Википедии. Нам еще 100 километров до Иркутска осталось, да? Или больше? 104. Сейчас мы еще должны приехать в Иркутск и найти какого-то дядьку, чтобы у него забрать какую-то штучку, чтобы привезти нашему другу. А еще у нас друзья в Иркутске. Говорят, давайте забухаем. А мы не против. Но мы завтра хотим на Байкал поехать. Поэтому мы уж лучше на Байкал, а забухаем дома, да? Дождемся, когда они прилетят. Так а может не останавливаться в Иркутске, а идти дальше? До Улан-Удэ сколько там остается? Дофига. Километров 600. Ну, по серпантинам. Ну и чё? Не знаю. Вот перед Иркутском в поле палатки какие-то стоят. Возле каждой палатки машина. Не палатки же, это эти Что это? катушки. Ой, правда, катушки какие-то. Что за катушки? Что за катушки? Что они там катают, интересно? О, какие велосипедисты. Дети. Подростки, детки. Чем без сопровождения? Ну там, наверное, кто-то где-то сопровождает. Без сопровождения. Деловой какой. Вот они, эти ребятишки, нас обогнали. Усолье сибирское. А мы стоим в пробке. Поближе их снимаем. Старт. Целевая программа развития велоспорта. Федерация велосипедного спорта России. Вот такая пробка. Уже сколько? Минут 30, наверное, да, по Усолью едем. Так долго стояли. И в ту сторону тоже машины стоят. Что тут за движение такое интересное? Ночью-то вечером поздно всегда пролетали спокойно. Реклама. Если он ты, то Айхал. Не знаю, видно, не видно. Вот сейчас мы въехали в Тельму.
Кто-то нам писал из Тельмы, привет передавал. Когда мы туда ехали, все было заснежено, снегопад такой был. Привет, Тельма. Сейчас будет видно наш храм любимый, который мы всегда проезжали только по темноте. Первый раз мы по светлу его будем лицезреть. Вот он, этот красивый храм. Такой аккуратненький, уютненький. На берегу водоема, да, тоже очень красиво, кстати. Тут еще какое-то здание такого же плана. Вот здесь мы в прошлый раз останавливались. Что мы тут делали-то? Я кроссовки переодевал. Тут кроссовки переодевал. Как неудобно, нога не гнется. Вот мы едем по Тельме. Мы обычно всегда одни тут ехали. И никого вокруг. А сейчас такое движение. Тоже у них тут пятерочки есть. Шаурма, бургеры. Да шаурма-то, Пиво, ладно. пиво. Шаурма везде есть. У нас вот в Якутске Позы. пятерочек нет. Поэтому, да, одни поздние везде, пельменные. В общем, нам нужно было в Иркутске забрать одну деталь. Нас попросил друг купить, потому что в Якутске таких нет. Антон созвонился с магазином. В магазине сказали, что... Ну, то есть мы поняли, что мы в магазин не успеваем заехать за этой деталью. И человек, я не знаю, кто он, продавец, там, менеджер. Продавец? Он просто взял с собой эту деталь домой. Договорились, что где-нибудь встретимся. Потом опять созвонились, сказали, что мы в Иркутске останавливаться не планируем. Мы проезжаем мимо, едем дальше до Байкала. Человек предложил просто встретиться на трассе. Он приехал из Иркутска, попал еще в пробку. Приехал, перевез эту деталь, молодец такой вот. Но он говорит, Иркутск вообще весь стоит сейчас до 9 вечера. Говорит, вы бы, говорит, часа 4 там крутились. Ну вот. Так что, ну вот, везет нам с хорошими людьми. Все-таки хороших людей больше, Ну да, согласна. чем Чем как, ну, по-русски-то как это будет? Нехороших. нормально разговаривай. Вот. Привез. Нужно было ему перевести, значит, эти деньги. И тут выясняется, что у Антона исчез интернет. Встали там, где МТС не ловит. Да, вот хорошо у меня интернет ловил на мегафоне. Получается, я перевела эти деньги. Мы сели в машину, и у Антона появился интернет, да? Весело. Вот, и сейчас еще светло, время 20 часов 19 минут. Нам пришлось, да, тут постоять немножко, подождать человека. И сейчас мы едем до Култука, то есть мы в Иркутске решили не останавливаться. Мы на Култуке забронировали базу с видом на Байкал. Ну, вроде бы по отзывам, по фотографиям хорошая база, посмотрим. Поэтому ночевать мы будем там. Утром рано очень вставать не будем, проснемся. Посмотрим в окна, позавтракаем и поедем где-нибудь по пути, потрогаем Байкал. И поедем дальше в сторону. Может, искупаемся. Может, искупаемся? Да, я могу искупаться. Ты тоже? Для контента. Искупаешься? Я потом чижика 2 недели искать буду своего. Ну ладно. Он же холодный. А мне некого терять? Не знаю. Я могу. Я могу. Ну ладно, ради интереса могу одеть тапочки резиновые и помочить ноги в Байкале. Давно мы там ноги не мочили.
Мы же, кстати, купались в Байкале. Ну как купались? Окунались. Мы были на Байкале в 11 или в 12 году, все никак не могу запомнить, в каком там году-то 12. Челябинский метеорит-то упал. Ой, или это не тогда было? Не знаю, в 12 году мы были. В 12-м, хорошо. И мы были в конце июня. Мы из дома уехали 12 июня. Ну сколько там, 5 дней мы ехали, не торопясь. То есть мы где-то, да, были в 20-х числах. И мы купались. Вода была ледяная, хотя мы были на Южном Байкале. Мы были на базе Чара. Это где-то там, ну, далеко. В дребенях, как там по-русски говорится. Вот. А сегодня мы решили остановиться на Колтуке и посмотреть на Байкал утром с рассветом. Ну все, ехать нам где-то, показывает, сколько там, 80 километров, 68. 68 километров. Ну, я думаю, что мы будем ехать долгонько, потому что... Да что ж такое, это болтуны. Будем ехать долгонько, потому что там серпантины. И сейчас уже стемнеет в горах. И рыбу мы не купим, да? Скорее Да не будем всего. долго ехать. Нормально, чем мы по серпантинам никогда не ездили. Все равно рыбу уже продавать не будут. А может будут, может ее круглосуточно продают. Я прямо хочу рыбу. Я прямо хочу байкальского Я вообще угля. жрать хочу очень. И мне вообще плевать, что его нельзя покупать на дороге. И я ненормальная. Я всегда его покупаю и ем. Чистые ключи мы сейчас проезжаем. Очень классная объездная дорога. Иркутск обходит не через город. Замечательная, хорошая, свободная. Машин мало. Поэтому мы быстренько проехали. А раньше мы через Иркутск проезжали по всем пробкам. Машинка работает, внимательней. Машинка на Улан-Удэ нас ждет. Принято, спасибо. Гаишная. Как он нас хочет посмотреть. Посмотреть. Что за человеки? В общем, проверили у нас документы. Второй раз. Второй раз, да. Первый раз, когда на Алтай въезжали, да? И сейчас вот выезжаем, получается, из Иркутска. Проверили документы, спросили, сзади никого нету. Заглянули в окошко. А Антон говорит, и что ты его не снимала? Я говорю, ну как-то неудобно человека прям в лицо снимать. А он говорит, их надо, говорит, снимать. Даже полезно. И можно, и полезно. Ну, я не знаю, мне как-то неудобно. Что человек скажет, блин, Нет, Ты они чё тут, государственные камерой? служащие. Осуществлять видеосъемку можно, они не имеют права запретить. нет, ну я понимаю, но ему самому же неприятно, наверное, Он это. такой накрашенный, ну, причесанный должен на работу приходить. Все, он для этого и... Он же лицо, так сказать, вот сейчас Иркутска. Я вон одного в Бийске сняла, регулировщика. Ну, и что, что не Не прикрепить? стала вставлять, ага, что-то в ролик. Как он там палкой во все стороны Комаров мах. отгонял, блядь. То Антон так и сказал, говорит, он что там, говорит, комаров отгоняет, что ли? Аж Его- матерился. Вот его надо включить обязательно, блин, хотя бы в этот ролик и отправить, чтобы начальство посмотрело его в учебку. Я удалила уже. Ну, молодец. А вот такой вот сейчас стоит, и, блин, ДТП создаст, блин, аварийную ситуацию и скажет, ой, блин. Это не я. Ну это ладно уже, пускай он там стоит в своем Бийске. Но он правда такой смешной был. Он регулировал машины точечно, он показывал жезлом на машину и рукой махал, куда ей ехать. Конкретной машине, не потоку. А поток стоял. И он вот выбирал машину там, по одной машине пропускал, а потом начинал вообще вот это вот. Ну, чайки. Законченный. Я не знаю, как он вообще... Может, он еще в учебке не был там, только аттестовался. Ну, кстати, молоденький парнишка совсем. Ну, не будет у него карьеры. Ну, что начинаешь-то?
Может, Ну, ты же меня захотелось, завела сейчас, напомнила может, мне. захотелось парню танец с нунчаками исполнить перед всеми. Впереди нас такая вонючка едет. У него там что-то воняет. Что у него там воняет? Ну, тормоза, горный тормоз спускался, резина же плавится. Ну, мы пожар видели, который на набережных Челнах или где-то в Нижнем, ну, где фура-то сгорела. А. Вот у него так же, у него заклинили тормоза, блин. Все, и перешло на тент. Похоже, что тут делают вторую дорогу. Наверное, одна будет в одну сторону, другая в другую сторону, по две полосы. Потому что это же невозможно, когда эти бедные дальнобойщики по гололеду, по снегу стоят здесь. Пробки создают друг другу и всем остальным. Да, вот там справа идет полотно, как будто и слева тоже полотно. Будем надеяться, что скоро тут будет широкая большая дорога. И будет более комфортно ездить. Перед нами фура едет. 23-й регион, Краснодарский край. Антон говорит, нифига его занесло по автодороге Байкал. Не, ну может он на этом направлении работает, зарегистрирован просто там. А так тут много всяких разных регионов, конечно. Вся география России. И не только. И не только России, да. Украинцев много, белорусов много ездит, Казахстана много ездит, Киргизии много ездит. Красота какая! Байкал, и там на той стороне все в огнях светится. Там разные населенные пункты стоят, базы. Воняет так тут чем-то. Колодками. Очень красиво. Как в Сочи, да? Светится все. Что, в следующий раз в Сочи едем? Нет, что там делать-то в Сочи? Сочи. Вау, какая красота. Вечером первый раз я здесь так все вижу, эту красоту. Так он еще во льду, что ли, я не понял. Нет, Нет. без льду. Через 1,5 километра крутой поворот налево. Обалдеть. Вот такая красота. Нашли первый поворот. Ага. Вон Вон, лифт. видишь, он как разворачивается по встречке. Заходит на посадку. Да, такой паровоз-то. Ну это еще 13-метровый, 16-метровый такой больше. Ой, вообще красиво как. Вот это да. Супер. Внимание, мы заходим на посадку. Что там, пристегнитесь, все дела. Правда, как будто на море. Вот оно, Здесь рыбы море, никто не Байкал. Да, кстати, рыбу так мы не встретили, но, видимо, поздно уже, потому что днем-то они стоят прямо в бочках, тут же коптят ее, горяченькую продают. А сейчас вообще ни одного торгаша нигде не встретили. И так быстро еще проехали. Обычно едем-то по снегу, и всегда это дольше. Все эти фуры стоят друг за другом. Но мы еще обычно едем в светлое время суток, а сейчас уже время-то почти 10 часов. Сколько время? 21:20. Нет, вот он наш.
Да, вот он наш любимый поворот. И вот они сейчас, две фуры эти встретятся. Как они будут разъезжаться. Обалдеть. Как они управляют этими махинами. Нет, тот был. Поворот? Или это? По-моему, этот самый первый. Да, этот. И все, сейчас где-то прямо тут рядом должна быть база, на которую мы едем. Или гостиница, что это. Крутой поворот налево. Вот он, гостиничный комплекс «Байкальский рай». Сейчас посмотрим, что за рай такой. Красивенько так. Почти на месте. Подъедем через Кошки бегают. Вот такое зданице. Меня не обманули с видом на Байкал. Сказали, машина прямо под нашими окнами будет стоять. В общем, приехали мы в гостинку. Гостинка классная, но повар в 9 часов уже все закрыла и ушла. Хотя они до 10 должны работать. Видимо, решили, что раз народу нет, значит, можно уходить. И администратор посоветовала нам спуститься вниз. Сказала, что вроде бы тут уже больше мы кафешек никаких не найдем. Единственное, что есть рыбный рынок. Походу, вот он слева. Пустой, да? Нет, что-то там светится. Она говорит, там продают рыбу, там они, говорят, и пирожки, все что угодно могут продавать. И магазин. Еще. Ты же рыбу, наверное, не будешь есть. Тут одну рыбу только, смотри, продают, да сувениры. Вау, какая! Да мы никакую не желаем. Если честно. Мы хотим кушать, нам сказали, что чего-нибудь где-нибудь, кафешка тут есть какая-нибудь? Нет, я-то съем, конечно, одну рыбу. В общем, рыбка вот эта вот по 250, да, вы сказали? Давайте вот такого там, потолще, повкуснее. Вот такие по 1000. Ну вот с рукой моей большие. Так, они, все, да. да? Да? Горячего Эти не по хотите 200. Так, 250 и 350. 600, Вяленый. 750 рублей. Вяленый сколько стоит? 350 и 150. Ага, вот эти маленькие по 150. Еще вон какая соленая есть. А это кто такие соленые большие? Вот это сик, Мгм. а вот это млечек. Даже сигизочек. Я поэтому с и зашелся. Это что? Сагудай, видимо, да, или как? Да, сагудаечек и икра мулевая. А вот это что в бутылочках? Это жир А нет. икра мулевая почем? 600 рублей икра. А что с этим жиром делают? Кашли, бронхиты, легкие хорошо чистит, иммунитет укрепляет. А вот это на палочках что вяленое? Это икра копченая, это вяленая. А у нас сколько стоит? Вяленая 100 рублей, копченая 150. Ага. Орешки еще тут. Маленький, Есть большой. рыба такая голомянка, любимый Байкала. Ой, какая Ее в смешная. мире больше нигде нет, живородящая рыбка. А, да? Омега-3 в натуральном виде. Да? Вот эта спаржечка стоит 400 рублей. Ого, ничего себе. Фига себе. Очень полезно. Ясно всё. Пакетик 250 рублей. Ага. Ладно, спасибо Там, вы большое. говорите, есть кафешки? Да, Или говорят, Да, поздные есть по 100. там есть. В общем, женщины на рынке нам сказали, что примерно с километра вниз спуститься. Возле поста ГАИ будут там кафешки какие-то. Сейчас мы едем туда. Надеемся, что они круглосуточные, потому что она сказала, что здесь есть кафешки, но они уже закрыты все. Вот купили рыбку. Антон вяленую, я копченую. А на сига-то у меня до сих пор себе ценовыделение офигенное. Ну ладно, пускай он там лежит. Ты своего поймаешь и съешь. Зашли в
Кафе «Чайный путь» называется, я так понимаю. Такие всякие пироженки у них тут, тортики стоят симпатичные. Очень уютно. Это прямо возле заправки. Кафе работает до 24 часов. Сейчас покажу чуть-чуть меню с ценами, как вы просили. Десерты есть. Что тут? Поза одна штука 85 рублей, чебуреки 130, чебурек с сыром 140, салатики 220, 160, кашки есть, супы. Аж слюнки потекли. Вареники с картофелем, жареные, отварные, всякие разные пельмени, горячие блюда, тут всевозможные жарехи, марехи, скалопы, экспресс-меню. Интересное такое, котлеты по-домашнему, тефтели, гарниры. Всевозможные пироженки, вот эти вот. Напитки холодные, горячие. Бургеры есть, наггетсы для деток. Пожалуйста. Что-то еще? Очень нет, спасибо большое. Так. Ну, сейчас покажу. У вас же «Чайный путь» называется, да, кафе? «Чайный путь» называется? Ага, просто в 2GIS прочитала, а здесь не увидела на входе. У нас придорожный комплекс «Рокстоп», кафе «Чайный». Спасибо, хорошо. Кафе «Чайный путь». Ну, пожалуйста. Тут, видимо, кто-то ужинал, не убрали. Вот смотрите, тут для деток есть. Все-таки, видимо, часто люди ездят на Байкал, поэтому сделали такой уют. Витражные окна, стоянка там, книжки, этажерка. Ну, классно, прямо уютно. Сейчас будем кушать. Вот принесли нам салат с лососем. Покажи настоящую лапшу. Я делаю, блядь. Антон говорит, как я делаю настоящая лапша. Сейчас попробуем. Вкусно? Приятного аппетита. Сейчас еще бузы принесут. Вот такие бузы. Небольшие, не маленькие. Вкусно? Не понял. Мы в этом замечательном кафе. Кафе, стоянка, гостиница, душ, сауна, прачечная, информация, Wi-Fi, АЗС, туалет. Почему не написано-то у них? Кафе. Завтрак. «Чайный путь». Вон написано. Просто плохо видно. Называется кафешка. Антон, смотри, тут петроглифы на камнях. Какой ветер дует. Кто-то же разрисовал их. Там вот стоянка, какие-то вагончики. Тут, видимо, летние кафешки. Народ куда-то идет. Что тут есть, не знаю. В общем, мы сейчас двигаем в гостиницу. Еда нам очень понравилась. Все было вкусно. Салат был вкусный, суп был вкусный. Как я готовлю, Антон говорит. Бузы были вкусные, но я не люблю с фаршем. Поэтому я съела, мне было вкусно, в принципе. Но вот фарш был не очень. Ну, то есть не мое, мне надо рубленые.
Тесто было шикарное. Вот магазин. Вот. Бульончик такой в бузах был классный. И Ну, в лука общем. немного. Да, но вот с фаршем там что-то не то. Я вот не очень люблю все эти мешанины. Ну, мясо морала где-то помешано. Морал. Что, поднарушим возле поста, да? Давай. Ты Ты пристегнуться Нет, хочешь? я не хочу пристегиваться. Пускай пищит. Это что за банда с рюкзаками? Ребятня. Все, как вы видите, мы развернулись и поехали в обратную сторону. Мы едем обратно. Опять на Алтай. В Ангудае наладилась погода. Звони Лизе, срочно пусть вылетает. Ага. Там вон видно, сверху машины спускаются. Все светится. И стекло наше грязненькое светится. Лучше? Почти. О, лучше, правда. С этого перевала машины спускаются, Может, видно, с метро разворачиваются. Метро тяжело, блин. Длиннющие такие. Вот так красиво выглядит гостиничный комплекс Байкальский рай. Вот на втором этаже справа наши окна будут. Сейчас я пойду туда на берег, и пока темно, что-нибудь сниму. Байкала сейчас, конечно же, не видно. Так, по всей видимости, тут еще что-то под сигнализацией стоит. Да. Завтра, когда станет светло, мы посмотрим, как там красиво. Вот так все светится. Очень красиво. Сейчас покажу номер изнутри. Кораблики, по-моему, там двигатели шумят. Там что-то наверху еще светится. Фонарики. В общем, вот так вот красиво. По всей видимости, летнее кафе такое уютное. С подушечками. С диванчиками. Киска там сидит. Здесь вот так вот внутри. Со стихами, со всеми делами. Мы тут уже сумки поставили. Полотенки. Телевизор. Кровать такая чистенькая. Окно завтра утром покажу. Санузел. Ну так чистенько вроде бы. Даже зубные наборы, гели есть. Стоит нагреватель. В общем, друзья, еще одна моя мечта осуществилась. Проснуться вот с таким видом на Байкал.